Продолжаем эфир нашего телеканала главными новостями к этому часу. Коротко о главных темах. Один случай заражения COVID-19 за минувшие сутки и выявление контактных лиц. Актуальная информация о закрытом на карантин Алдане. С места событий через пару минут. Специализированный экопункт по раздельному сбору мусора открыли в Якутске. Он будет работать круглосуточно и бесконтактным способом. Необычное времяпровождение на период самоизоляции выбрал для себя ставропольский художник. В его распоряжении оказалась целая галерея, а компанию составляет канарейка с высокочастотным именем Герц. 5 больных коронавирусом выявили за минувшие сутки в Якутии. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава региона. Айсан Николаев отметил, что эпидобстановка остается напряженной. Один случай в Вилюйске из числа тех же контактных лиц, один новый случай в Алдане и 3 заболевших в Якутске. Если 2 из них это как раз, опять же, в рамках продолжения того заражения, которое было у людей ранее, то есть это семейные пары уже так, жены заболели у мужей, то вот 3-й случай, он вызывает у нас самые большие опасения. Это жительница города Якутска, которой 82 года. Сейчас она с пневмонией поступила, и ее состояние достаточно тяжелое. Так? И врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей, оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев 2 тяжелых, и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой вот 82 года. Крупные предприятия торговли приостанавливают работу до 30 апреля. Это касается точек в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, в Ленском, Мирнинском, Алданском районах и в поселке Тикси. Соответствующий указ подписал глава Якутии. В этих населенных пунктах до 30 апреля будут работать предприятия торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, а также отдельно стоящие специализированные стационарные объекты торговли площадью не более 1000 квадратных метров. Кроме того, глава подписал еще один указ о поддержке предпринимателей. Вчера в рамках дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса разработан и сегодня вот подписан указ по дальнейшей поддержке малого бизнеса, которым предусматривается ряд мер по субсидированию и процентных ставок, по субсидированию арендных платежей малого бизнеса и по поддержке тех индивидуальных предпринимателей, которые сегодня являются многодетными, одинокими матерями. Такие меры поддержки тоже будут оказываться. Поэтому просьба вот как раз представителя малого бизнеса в этой части новые положения указа изучить и уже отрабатывать все эти вопросы с Министерством предпринимательства нашей республики. А сейчас узнаем о текущей эпидобстановке в закрытом на карантин городе Алдане. На связи со студией наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, здравствуй, передаю тебе слово. Здравствуй, Василий. У нас сдержанная динамика за последние сутки. Один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Случай новый. Эпидемиологи отслеживают круг общения данного пациента, отбирают пробы для анализов. Между тем, алданская лаборатория сделала уже более 100 проб. Пробы выполняются ежесуточно. Более подробно нам рассказал о работе лаборатории главный врач Алданской центральной больницы Дмитрий Сергин. Считаю, что наша лаборатория работает на сегодняшний день достаточно эффективно. Проведено более 130 исследований. Уже имеем один положительный результат, который был направлен на подтверждение в город Якутск. Ну, это вчерашний. Сколько вообще в сутки проб обрабатывается? В среднем в сутки обрабатывается около 48 исследований, то есть до обеда 24, после обеда тоже 24. Таким образом, у нас лаборатория работает в 2 смены. Эти пробы от кого? От уже зараженных людей или от тех, кто находится в обсерваторе? Пробы берутся от тех граждан, у которых наблюдаются признаки острого респираторного вирусной инфекции, а также от тех, которые находятся у нас в обсервации, согласно регламенту.
Вводятся в оборот электронные пропуски, система еще тестируется, но первые обладатели QR-кодов уже есть, это волонтеры, и они нам рассказали, как действует система и механизм получения пропуска. Буквально, я не знаю, в течение получаса, наверное, пока разобрались, как его заполнить, получили штрих-код на телефоне, да, думали с ним ездить, то есть показывать на телефоне. Нет, нам говорят, надо распечатать, пусть распечатано. Ну вот сначала были небольшие заминки, видать, с программой, но мы с ребятами с Якутска созвонились, перенастроили, то есть, ну, что-то они там сделали. И все, вот в таком виде штрих-код я получил себе на компьютер, распечатал и для удобства положил к пропуску, ну, чтобы сотрудники полиции могли с телефона отследить. В Алдане начинается 4-й этап обеззараживания подъездов и подвалов многоквартирных домов. Все службы работают нормально, мусор убирается, коммунальщики работают хоть и в усеченном режиме, но это не влияет на подачу воды и тепла, рассказал нам директор алданского филиала Теплоэнергосервис Кирилл Балаганский. Конечно, в связи вот с такими обстоятельствами пришлось подужаться, да. АУП мы перевели на удаленную работу, но оперативный персонал работает в особом режиме работы. То есть ежедневно проводится термометрия работников, дезинфекция рабочих мест. То есть все это под постоянным неусыпным контролем. В условиях самоизоляции будут ли начисляться пени за неплатежи за тепло? С 1 апреля приостановлено начисление пеней. Кассы у нас не работают, закрыты, но можно оплатить онлайн-платежом. Вся информация, как это сделать, размещена на официальном сайте Якутскэнерго. Ну вот мы видим, что в условиях самоизоляции и карантина коммунальщики и потребители нашли общий язык. Единственное, на чем делают акцент коммунальщики, это предлагают более продвинутому молодому поколению научить своих дедушек и бабушек пользоваться онлайн-ресурсами, чтобы оплачивать дистанционно коммунальные платежи. Ну, как говорится, нет худа без добра. Василий. Спасибо, Руслан. На прямой связи из Алдана передавал наш корреспондент Руслан Павлов. Трагедия случилась в обсерватории Вилюйского района. 52-летний мужчина пытался убежать, сорвался с 3-го этажа и разбился насмерть. Как сообщили в учреждении, пациент ранее уже совершал несколько попыток побега, и 3-я стала последней с летальным исходом. В обсерватории на сегодня у нас есть все условия для того, чтобы пациенты проживали там в комфортных условиях. Там охрана круглосуточная, там работают медики и так далее. Но этот пациент уже несколько раз пытался убежать с обсерватора. И 3-я попытка, к сожалению, закончилась трагедией. К другим темам. У россиян есть возможность обратиться за отсрочкой или рассрочкой исполнения судебных и иных актов. В связи с падением доходов граждан из-за пандемии судебные приставы разъяснили порядок и права должников в этом вопросе. Отсрочка или рассрочка в исполнительном производстве позволяет отложить срок исполнения требований взыскателя, либо распределить выплаты на неопределенный промежуток времени. Рассрочка и отсрочка являются законным вариантом защиты интересов должника, если он временно не может погасить долг или исполнить иные требования взыскателя. Подать на рассрочку можно сразу после вынесения решения, либо уже после возбуждения исполнительного производства. Рассматривая такой вопрос будет суд на основании заявления и представленных доказательств. Специализированный экопункт по приему у населения вторсырья, подлежащего переработке, открыли в Якутске. Пластиковые бутылки, батарейки, картон, автомобильные шины – все это можно отвезти в специальные контейнеры, установленные на 3-м километре Вилюйского тракта на территории магазина «Юником». Прием вторсырья проводится круглосуточно и бесконтактно. Достаточно просто привезти мусор и разложить его по контейнерам с соответствующей маркировкой. В нашем экопункте вы можете сдать такие типы вторсырья, как картон, пластик, алюминиевые банки, резину и батарейки. После накопления вторсырья в таких специальных баках его перекладывают в мешки.
для перевозки на нашу базу, где происходит так называемая заготовка вторсырья. Это может быть либо прессование и вывоз на заводы по переработке, либо дробление вторсырья, как это бывает в случае с пластиком, для производства из него тротуарной плитки. Систему оптического контроля усталости водителя тестируют в Удачнинском ГОКе. Она должна снизить количество нарушений ПДД с участием транспорта «Алроса». Устройство внешне похоже на видеорегистратор и устанавливается в кабине большегруза. О том, как все это работает, Ирина Балкова. Систему контроля за усталостью водителя пока тестируют на автопоезде «Вольво». Умная система будет отслеживать поведение водителя. Как только она зафиксирует изменения, сразу же подаст сигнал. Перед тем, как включить систему ОКО, мы ее калибруем, регулируем под себя датчики. 2 датчика стоит на левый глаз и на правый глаз. Отрегулировали и начинаем движение. После 30 километров он у нас срабатывает. Если отвлекаешься от дороги, там смотришь на приборы, подает звуковой сигнал. Если не среагировал на этот звуковой сигнал, он начинает визжать, как сирена. Система уведомит и диспетчера, если у водителя повторяются случаи потери внимания на дороге. Его отправят на ближайший участок для стоянки и отдыха. Делается все это в первую очередь для безопасности самих водителей. Также систему настраивают на то, чтобы она не срабатывала все время, а только в нужные моменты, чтобы избежать постоянного срабатывания сигнала и нервного напряжения водителя. Самостоятельно отключить систему водитель не сможет, поэтому идеальная настройка важна. Для уменьшения количества нарушений ПДД и нарушений дорожно-транспортных происшествий «Алроса» в тестовом режиме запустила систему оптического контроля усталости водителя под названием «ОКО Систем» на автопоезд «Вольво 501». С привлечением производителя было проведено обучение персонала и инструктаж водительскому составу по их эксплуатации. Тестирование оборудования продолжается. Параллельно компания также планирует провести испытания импортного оборудования «Caterpillar». Систему планируется испытать на технике Удачнинского ГОКа и Алмаз-Дор-Транса по 3 единицы на каждое предприятие. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Необычное времяпровождение на период самоизоляции выбрал для себя художник Сергей Пронин. Он проводит ее в Пушкинской галерее в Железноводске. Работает в историческом здании, которое заодно и охраняет. Компанию живописцу составляет канарейка по кличке Герц. Пушкинская галерея в Железноводске, ажурное здание, построенное в 1902 году, стало для художника Сергея Пронина мастерской, жильем и объектом охраны. Незадолго до эпидемии коронавируса, из-за которой были закрыты публичные учреждения, включая музеи, он устроился сюда администратором. Пронин решил остаться на самоизоляции и написать серию картин, посвященных галерее. Моделью для одной из них послужила копия памятнику поэту Александру Сергеевичу Пушкину работы скульптора Сергея Меркурова. Сейчас пишу «Пушкину море», картину, также зарисовки. Наброски делаю. Пушкинская галерея снаружи уже дописал картину, готовая. На будущее, ближайшее, планирую написать еще картину Айседора Дункан, танцующая на сцене Пушкинской галереи. Дункан гастролировала в России, в том числе на Северном Кавказе, в начале 20 века. Александр Пушкин провел в Железноводске 3 недели в 1820 году. Здесь, как утверждают литературоведы, у него возник замысел поэмы «Кавказский пленник». Творческую и сторожевую вахту Сергей Пронин несет в компании канарейки по кличке Герц. Поддерживать себя в хорошей физической форме художнику помогает ежедневная гимнастика. Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса действуют в России до 30 апреля, но вполне вероятно, что такой режим будет продлен. Это были все главные новости. До встречи в следующем часе.